прибыли в гости представители Республики Северная Осетия и нашли возможность и прибыли повстречаться с вами, выяснить, какие проблемы существуют у вас. Поэтому я скажу, что мы пообщались, и я скажу, что мы открыты друг для друга для общения. Поэтому если проблема существует какая-то у кого-то из вас, вот по окончанию этой беседы вы ее должны обязательно обозначить. Когда я узнала, что в этой дивизии служит так много ребят с Осетии, то мы наметили встречу на октябрь месяц. Большую встречу, интересную встречу, готовили ее. Но вчерашний день, вообще события последних 3 недель заставили ускорить эту встречу. Вы знаете, о чем я говорю. Мы захотели и увидеть вас, и услышать вас быстрее. Мы должны быть уверены в том, что завтра не повторится вчерашний день. Мы должны быть уверены, что какими вы молодыми, красивыми сюда приехали, такими же еще поздоровевшие, еще стройнее стали. Вот все осетины или выходцы из Осетии, что вас объединяет? Вас объединяет одна общая культурная среда. Это самое главное в жизни. Не группа крови, не какие там факторы по крови, а именно культурная среда. Вы понимаете одинаковое отношение к другу, к старшему, к случайному встречному. Я думаю, что старшие ваши вам дали большую культуру. И Руандам судят как навжарм, как наи. Нет в осетинской среде плохой и отсталой фамилии. Каждая фамилия гордо звучит. И надо гордо и красиво нести ее. Даже умного человека, если у нее действия идут впереди мозгов, по темпераменту он такой. Вот особенно к таким я обращаюсь. Каждый из вас может ответить на вопрос, что у него превалирует, как говорится. Но я говорю, осетинский менталитет, он достойный. И тем не менее, вот с ним иногда очень непросто приходится в тяжелых ситуациях. А у вас, я не скажу, что служба мед, но все-таки чуть-чуть как бы иногда сдерживайте себя и не считайте, что вы самый несчастный на свете, если вы попали на солдатскую службу. Она воспитывает достойных людей. Когда подрос мой сын, уже стал в возрасте призывном, он тоже был студентом, но не очень хорошо себя вел. Тынкул бадагла путь. Я не мог с ним справиться, при всем при том, что я сам прошел хорошую, серьезную школу жизни. И вынужден был обратиться к своим друзьям. Я их спросил, военным. Я говорю, какое есть самое тяжелое, самое серьезное подразделение в вооруженных силах Российской Федерации? И мой товарищ говорит, а вот есть серьезное подразделение, это десантно-штурмовой батальон, морская пехота, Черноморский флот, Севастополь. Я не думал, что он догадается, что это моя была инициатива, потому что я повестку принес, как всем, положил ее в почтовый ящик. Но через 3 месяца я получил смс-ку от него. Папа, спасибо большое, что ты принял такое решение. Кишки выворачивают наизнанку. Но зато я научился шить. Он уже закончил службу, вернулся. Вот с такими горячими глазами, вот с такой вот шеей, напичканный патриотизмом, и сказал, пап, я хочу служить Родине и дальше. Я к чему это все рассказываю? Каждый из вас не просто так сюда пришел, не прогуляться. Год жизни это достаточно много, и в то же время это мало. Мало для того, чтобы до конца осознать свою принадлежность армии российской, своему народу, но достаточно много для того, чтобы переосмыслить очень многое в своей жизни. Старший Науди Карейши, Гартажева служба культуры. Уймен се табаку, тавы кушетайка две марта. Ерман Манабон, командир говорит, не хотел работать. Какой там захотел, ожум поле кайных шат, то до нардыгы магадан мышты. Нардыгы магадан. Мана артын сыппара мажына химак дескот тула, джижалы фытса дес. Все дешеди хордам калини. Amma Irak'ın makafakot toyun kavte, makuma de kavu xoha kavte Suudi yod. Zulchi uy mungadar niçi mafakot ta yod. Dermaştar nat xora karzın xort toy.
أما إن أدخل كرزنا رفرت ويما يويل ما أنا قرني بونو يما يجرون لك تبان برشتوي من أبتش رواز ما ينورتش كاي مش كارا وقتوي ما يوارا قانشتا يود كرزن در يبون ويل باسي ما ينقرن بايدتا أما وسقدو توكو باكاشتي يود رسدي دام نجون نساشو سقي يسق زينادوي فلا يوسرش تجفشتوي устав Красной Армии. Мадам Зинафтежа, запишите в устав, как записано у этих горцев. Безоговорочное подчинение младшего старшему. Рашту, Жилину, командир приказал все. Иронадом Макудуафт. Шафта уди, а маузани. Мне очень приятно, что приходят сюда парни, которые хорошо знают историю, которые занимаются спортом. Вот в спецназ недавно перевели Хугаева с 4-го полка. Спецназовцы просто счастливы, достойный парень. Вот таких парней я уважаю хорошо. Но приходят сюда люди, которые думают и действуют только исключительно из точки зрения своей силы. Никогда ни во что не ставят своих командиров, считая, что если он сильнее, если он всю жизнь занимался спортом, то значит ему многое дозволено. Нет, так не должно быть. Поэтому я бы попросил вас как-нибудь обратиться и к руководству Северной Осетии. Пусть про каждого солдата, о котором плохо отзываются в армии, пусть так и пишут в газете Северная Осетия. Пусть вся республика услышит о том, как он здесь служил. Плох тот офицер, что ругает своего солдата. Независимо от того, земляк он или не земляк. Мы потому и офицеры, что мы их должны воспитывать и обучать. И с какими-то моментами я, конечно, соглашусь с вами. Но вот такое огульное распространение всего того, что мне довелось сейчас услышать, не совсем корректно. Мы уже достигли сегодня согласия в том, что в наш адрес будет направлен запрос, и мы каждому вот здесь сидящему, с каждого из 164, по-моему, человек, мы отправим объективный отзыв на вас. Вот каждый здесь сидящий, на каждого из вас, командир подразделения вашего, в том числе и вы, если у вас служит, отправите в адрес полномочного представителя объективный отзыв. Поэтому об этом тоже нужно каждому задуматься. Еще раз выражаю искреннюю благодарность за нашу встречу сегодняшнюю. Ну и вам нужно впитывать как губка то, что вам говорят такие уважаемые люди. Вы знаете, вы приехали к нам поговорить с нами, как земляками, узнать о нас как бы хорошее. Как вы пришли, сели и сказали о нас только хорошее. Нам самим стало приятно, что о нас так отзываются, понимаете? И вот сейчас, товарищ капитан, хотел бы к вам обратиться. Да, конечно. Вы знаете, я считаю, что это было некрасиво с вашей стороны. Вы встали и при людях постарше, которые пришли к нам, поддержать нас. А вы говорите такие вещи. Товарищ капитан, хотел бы и к вам тоже обратиться. Товарищ полковник, Выучишь звание, не переживайте. как бы с вашей стороны мы услышали слова, которые, как бы, я считаю, были обидны многим здесь сидящим, понимаете? Просто на сегодняшний день мы собрались еще не для этого здесь. Мы собрались поговорить как бы по другому поводу, просто о общем. Но никак, чтобы эти земляки наши старшие, чтобы они уехали отсюда с впечатлениями, что здесь как бы одни варвары, одни как бы невоспитанные люди. Вы так, именно так, в таком цвете сейчас многие из нас. Ну мы так не подумаем. Ну о чем вы говорите? Просто так. Рядовой Салказанов, спасибо вам за эмоциональное выступление. Спасибо, что вы неравнодушны. Вы знаете, мы все правильно поняли. Мы не один год живем. Мы все видим. И я считаю, что вот это неравнодушие и со стороны Александра, и со стороны вашей, она понятна. Понятно. Мы все оценили и все увидели. Понимаете, вот цель нашего приезда, на мой взгляд, она достигнута, да? Мы увидели. Контакты есть, да. А вы понимаете, эти встречи, они будут носить действительно частый характер. Вы не должны расстраиваться сегодня по поводу того, что какая-то оценка дана обидная. Здесь нет Рабочие обиды. моменты. Это действительно сегодня повседневная ваша служба, наша жизнь. Я вот увидела действительно красивые лица, открытые лица. Ребята, да мы вами гордимся, что вы здесь. И многие из вас, еще раз я хочу сказать, несете достойно имя свое, фамилию свою, имя отца своего. Это очень важно для пар.
видим, что вы хотите, чтобы ребята росли, Чтобы они были лучше. чтобы они были лучше. Мы поняли это. Мы поняли это. Но, конечно, ребята, им обидно, им стыдно перед нами, что мы это услышали. Газаев же ничего от вас не хочет для себя. У него душа болит. Болит у него душа. У него угол зрения, понимания немножко больше. Хиштару. Махиштар филдаруны. Махулдарым бар, мазе авшарндер филдари. Ама муйты хайва жахтка. Муй куама бара. Сегодня, когда я сюда собиралась, то Тамерлан Кимович Агузаров, наш временно исполняющий глава республики, он попросил передать вам всем: ребята, служите достойно. Вот дословно слова цитирую.